Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Яна Бабаева. В июле 2022 года было создано движение детей и молодежи «Движение первых», чтобы объединить разрозненную сеть детских и молодежных клубов и кружков по всей стране. О том, как сегодня дела идут в Якутии, каких успехов удалось достичь в совместной работе с федеральным центром и в регионе в целом, мы поговорим с нашим гостем. Начальником отдела по работе с местными и первичными отделениями Департамента развития и поддержки региональной сети «Движение первых» Максимом Смирновым. Добрый вечер, Максим Евгеньевич. Добрый вечер. Ну, расскажите, на какое мероприятие вы приехали и как вам наша Якутия? Приехал к вам на мероприятие регионального отделения Республики Саха-Якутия. В ближайшие несколько дней тут работают в рамках такой образовательной программы просвещения сотрудники, которые у нас занимаются местными отделениями, муниципалитетами движения. Я вот работаю вместе с ними, вот, знакомлюсь, где-то выступаю в роли эксперта, вот, рассказываю, как у нас строится работа на федеральном уровне, вот, делюсь своим опытом и принимаю опыт коллег. То есть, получается, у вас целая команда прилетела? Нет, прилетел я один, а именно сотрудники, вот это специалисты по работе в муниципалитетах, именно, которые трудоустроены у нас в региональном отделении республики. То есть налаживаете контакты, разговариваете, общаетесь, знакомитесь уже более плотно. Как вам наша Якутия? Морозы вас коснулись? Уже да. Прилетел из такой теплой Москвы вот, в такую холодную Якутию. Да. Ну, у нас все тут с горячими сердцами, поэтому я надеюсь, что вам понравится. Вот хотела с вами поговорить про структуру организации, вообще как все настроено в плане распределения задач. Вообще расскажите о иерархии, о том, как вообще все действует. Ну, я сразу скажу, что у нас есть региональное отделение движения первых. Они у нас созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Вот, всего у нас их 89. Ну, то есть в том числе на новых территориях? В том числе, да. У нас в каждом регионе вот есть региональное отделение, и у нас есть местное отделение, которое базируется у нас на уровне муниципалитетов. То есть в каждом районе, в каждом городском округе у нас имеется местное отделение. Там у нас есть наши специалисты и председатели местных отделений, которые вот курируют и координируют работу движения на уровне города, района, в зависимости от территории. А вот как вы специалистов подбирали? Мы искали именно людей, которые профильные, как педагоги, так и люди, которые работают с молодежью. То есть те, которые знают, как работать, те, которые понимают молодежь и точно принимают ценности движения, отвечают. А насколько у вас много молодежи? Молодежи у нас много, у нас в целом целевая аудитория это от 6 до 25 лет, и это только участники обучающиеся. У нас также есть такая роль, как участник-наставник, а это абсолютно любой возраст от 18 лет с высшим образованием. Поэтому с активной жизненной позиции еще, наверное. Конечно, и который также отвечает и принимает ценности движения. Порой вас сравнивают с советской пионерией. Насколько вы согласны с таким описанием или утверждением? И можно ли сказать, что участник движения первых – это современный пионер? Ну, знаете, я так отвечу. У нас участники первого съезда движения федерального, там были делегаты от каждого региона, вот, и они назвали себя современными пионерами Отечества. В целом мы очень похожи, и есть ценности, есть миссия, есть задача, вот, но у нас мы все-таки такие более современные, скажем так, но не прям пионеры. У нас немножко другая структура, но все равно что-то похожее, оно точно есть. Ну, то есть какие-то вот советские ценности, которые базовые, хорошие, качественные, вы, можно сказать, взяли за основу, их модернизировали, довели до современного, скажем так, состояния и внедрили. По сути, так. Мы строим сообщество, а сообщество у нас основывается на коллективе, на команде, на взаимодействии друг с другом, на наставничестве и преемственности. Поэтому в этом плане у нас есть похожие механики и инструменты деятельности. Ну вот смотрите, вы работаете со всеми регионами. Страна у нас огромная, самая большая в мире вообще. Вот даже у нас Якутия самый большой регион. У нас проживает более 100 народностей только в Якутии, а по всей стране, я не знаю, огромное количество. Как удается объединить людей с разными совершенно, скажем так, какими-то вот устоями, возможно, да, вот родовыми? Как вот найти то, что их всех должно объединить, собрать воедино и вдохновить? Ну, тут проводится очень большая работа над проектами, которые у нас есть федеральные проекты, которые
работают во всех регионах абсолютно. Это большие, масштабные, которые проводятся на уровне муниципалитетов, на уровне региона и потом на уровне там, федерального этапа, скажем так, где-то в одном месте финалисты собираются. Также есть у нас еще и проекты, которые реализуются на уровне региона. И, конечно, тут уже играет региональный аспект. То есть регион понимает, какие проекты больше всего интересны их там, целевой аудитории, там, детям, и какие проекты будут наиболее эффективно реализовываться, да, ну, какой есть запрос. И таким образом мы учитываем особенности разных регионов. Ну, то есть в какой-то степени проекты приземляются, можно так сказать, да, на уровне региона. То есть регион имеет право что-то свое привнести, добавить, предложить. То есть вы на все эти идеи хорошо реагируете, соглашаетесь? Да, конечно. Но тут еще важный момент, что это мы рассматриваем с точки зрения реализации проектов на уровне региона. А если спуститься до уровня первичного отделения, а первичное отделение у нас находится в каждых школах, в каждой школе, в ВУЗе, в СПО, даже на предприятиях есть первичное отделение. Там, где у нас есть молодежь, где есть дети, где есть запрос от детей, они сами собирают инициативную группу, они собирают общее собрание и говорят, мы хотим открыть первичное отделение. И региональное отделение их поддерживает, и, соответственно, открывается первичное отделение, и там уже реализуются проекты. И тут важно, конечно, учесть особенности разных первичных отделений. Какие-то проекты у нас реализуются для школ, какие-то для СПО, какие-то для вузов, чтобы разные целевые группы, разные там дети и разные ученики чувствовали себя комфортно. А вот расскажите немножко о проектах, может быть, с какими-то примерами, чтобы нам прям понять, чем ребята занимаются, чтобы, допустим, в среднеспециальном образовании, допустим, в школе, чем они отличаются, чем похожи? Я, наверное, не буду углубляться именно в проекты разных там образовательных учреждений. Я, наверное, возьму такой сквозной проект. У нас есть всего 12 направлений в движении. Они охватывают, как по мне, вообще все сферы жизни. И в каждом направлении есть такие флагманские проекты. Они реализуются по несколько проектов в каждом направлении. Например, у нас есть направление патриотизм и историческая память. И в рамках этого направления реализуется такой флагманский проект. Я думаю, вы о нем тоже слышали. Это «Зорница». Да, конечно. «Зорница» у нас проводилась на базе каждого муниципалитета, почти в каждом первичном отделении. На уровне региона был региональный этап и федеральный этап. У нас всего, если не ошибаюсь, более 800 тысяч детей приняли участие в «Зорнице» в этом году. И больше 400 финалистов единовременно поучаствовали в финальном этапе. Поэтому это такие масштабные проекты, которые отвечают на такой современный запрос. Есть, например, у нас направление «Спорт. Достигай, побеждай». И там у нас проект очень похож с «Зорницей», но он называется «Пилоты будущего», где детей обучают пилотированию БПЛА. Тоже ребята учатся и на тренажерах, а потом учатся на полноценных прям беспилотниках, соревнуются. Тоже детям это интересно, а детей этот запрос поступил. Такой федеральный проект был создан в каждом регионе, запущен. То есть это даже связано как-то в какой-то степени IT, то есть у нас в регионе это очень сильно развито, у нас очень любят это направление, у нас зима длинная, нам нужно обязательно чем-то заниматься, чтобы не скучать, поэтому ребята тоже очень часто увлекаются, очень много проектов здесь реализуют. Надеюсь, что-то они, может быть, еще привнесут, придумают. И хотела вас спросить вообще в целом, насколько сегодня дети интересны, они чем интересуются, что их прям вдохновляет, что заставляет двигаться вперед, какие-то проекты именно, либо наоборот общение их заставляет куда-то дальше шагать, развиваться. Как вы считаете? Я считаю, что сейчас дети гораздо больше знают о мире, чем их прошлое поколение, потому что у них есть доступ к любой информации. И сейчас важно, чтобы ребенок не потерялся, и для этого нужен наставник. В нашем случае наставником у нас является это кураторы первичных отделений, которые работают непосредственно с детьми в первичках. И, например, в местных отделениях у нас тоже наши специалисты, которые работают с советами первых. Про советы первых сейчас еще тоже расскажу. Хорошо. У нас, например, в целом направления, они создавались в зависимости от потребностей детей. То есть у нас есть советы первых местных отделений,
советы первых региональных отделений на уровне региона, и есть у нас совет первых такого федерального уровня. И они постоянно работают, постоянно общаются, и от них мы получаем такую самую актуальную информацию о том, чем хотят заниматься дети. Вот, у них, конечно, там и про проекты спрашиваем, они приезжают на съезд, тоже они принимают решения, потому что у нас детское движение. Вот, и, конечно, у нас основные решения тоже принимают дети, они голосуют у нас. Они как являются делегатами от регионов. Ну, это какая-то демо-версия взрослой жизни в какой-то степени. Конечно, да, это они полностью, как взрослые люди, голосуют за важные движения, за важные... Они, как взрослые люди, голосуют за важные решения вот, в общероссийском движении. Ну, вот какая задача перед ними ставится, ну, вот в глобальном плане? Смотрите, давайте рассмотрим не в глобальном плане, а на уровне местного отделения, например. Вот совет первых местного отделения — это кто? Это коллектив, команда инициативных детей, вот, которые самые активные в своих первичных отделениях. Совет первых местного отделения формируется по одному делегату от каждого первичного отделения, то есть от каждой школы и СПО, которая находится на территории вот этого муниципалитета. Собирается коллектив, обычно там 20, 30, там 40 человек. Они собираются, и у них есть задача. Да, первое — донести информацию про движение, помочь участникам в своих первичных отделениях принять участие в проектах, развивать и реализовывать детские инициативы. То есть у нас есть специалист, который работает в местном отделении, он является таким наставником для них. Дети предлагают, он координирует, курирует и помогает эти проекты запустить. Таким образом, у нас в первичных отделениях всегда есть там ребенок, который в курсе самой актуальной информации про движение, про проекты. Он знает, там, как зарегистрироваться, он знает, как принять участие, он знает, возможно, как даже выиграть. Да? Ну, то есть он знает, он участвовал там, в разных других конкурсах, там, проектах. То есть он опытный, и он такой местный лидер, вот, местный там, пример для подражания для кого-то, возможно. Ну, они все лидеры или есть вот дети, которые там, допустим, ну вот только раскрываются? Точно есть те, которые раскрываются, потому что у нас лидеров не так много. То есть у нас всегда есть самые активные дети, да, их там порядка 30%. Вот, и задача, конечно, работать со всеми. Задача работать со всеми и помогать каждому раскрывать свой потенциал. Поэтому у нас так много направлений, у нас так много проектов, чтобы у ребенка была возможность принять участие в том, в чем он там хочет, в том, в чем он разбирается или хочет начать разбираться. А вот как изначально попасть? Вот у меня, допустим, есть ребенок, такой достаточно активный, хороший, но вот не знает, как ей пойти и куда податься. Вот как правильно обратиться, вот что сделать? Ну, в первую очередь, в своем учебном заведении нужно найти какого-нибудь взрослого или, например, совет первых первичного отделения, обратиться к ним, сказать: я хочу принять участие в движении. Это самый простой вариант. Также можно через интернет зайти на сайт движения, вступить в движение, подать заявление, и с ребенком обязательно свяжутся. Там также рассказаны про все проекты, в которых можно принять участие, как в них зарегистрироваться. Для ребенка очень понятно. Ну, дети сейчас разбираются в этом гораздо лучше, чем там многие взрослые. Дети помогают взрослым. Поэтому вступить в движение совсем несложно. Конечно, тут главное остановить себя на каком-то моменте, когда ты выбираешь там несколько проектов, пытаешься во всем поучаствовать, и времени всегда не хватает, потому что проекты интересные. А поучаствовать хочется во всем. Тут, наверное, то есть эти проекты, они как кружки в какой-то степени, да? Можно сказать, после образования основного они принимают в этом участие. То есть это все по большей части онлайн или нет? У нас сохраняется такой баланс, да, гармония между онлайн мероприятиями и проектами, этапами и офлайн. Вот как вы считаете, чем движение первых отличается от любой общественной организации со схожими задачами? Движение первых сейчас это флагман воспитательной работы молодежи. И другие общественные организации, которые работают с детьми, мы либо работаем совместно, либо движение первых, оно уже работает по данному направлению. Многие организации, которые работают с детьми, они являются коллективными участниками движения первых. Мы работаем совместно. То есть, получается, ваша задача всех объединить
дать возможность для развития. Чтобы была единая линия развития, вот, единая программа воспитательной работы, чтобы все понимали, куда мы движемся, вот, и какими мы хотим видеть нашу молодежь, когда они подрастут. Вот хочу такой вопрос задать. Вот какой вы видите сегодня молодежь? Это такой Философский, да, вопрос. философский, сложный вопрос. Конечно, хотелось бы видеть их людьми, которые любят свою родину. И они знают, почему они ее любят. Они отвечают себе на вопрос, зачем я здесь и чем я могу пригодиться, как я могу помочь. Для меня, наверное, это основное. Для того, чтобы пригодиться, нужно реализоваться. Да, нужно найти себя вот, в этом большом мире. Вот, и движение в этом плане очень помогает. Ну вот порой бывает сложно взрослому человеку найти себя, то есть, там, не знаю, какой-нибудь кризис 30 лет там, и так далее. А вот насколько дети готовы находить себя? Или для них, наоборот, это проще, и в детском возрасте нужно, наоборот, поймать какой-то талант, вот разглядеть жилку ту или иную, ее поддержать, и тогда человек раскроется? В детстве дети привыкли все-таки все больше эмпирическим путем, все пробовать. Исследовать, да? Исследовать, да. И вот даже начиная там с орлят России, начиная там с младших классов, мы уже даем ребенку возможность проявить собственную инициативу, предложить что-то, взять на себя ответственность, почувствовать себя немножко таким взрослым, чтобы к 30 годам он уже понимал, что он хочет, и уже как-то реализовался. Поэтому в детском возрасте гораздо проще что-то предложить, вот, и как-то в каком-то образе себя почувствовать, скажем так. Ну вот в моем детстве все говорили, нельзя быть выскочкой. Вот сейчас как-то это, не то, что ты выскочка, наоборот, вот сейчас лидерские качества их поддерживают, культивируют всячески. Вот как не переборщить? Я думаю, сейчас такая идет добрая борьба за лидерство. Вот, поэтому у нас есть и советы первых, это как такое детско-молодежное самоуправление. И тут вопрос не то будет именно председателем, а насколько много ты сможешь проектов предложить, интересно. Потому что лидер пока, каждый по-своему лидер в своем направлении, в своей сфере. И, конечно, в команде важно, чтобы был человек, который знает как, а другой человек знает что. Вот. Это два разных лидера абсолютно. Они должны объединиться в тандем и добиться каких хороших результатов. Вот еще хотела вас спросить про наставников. То есть в целом вот наставник — это, с одной стороны, учитель, но с другой стороны у него в какой-то степени даже может быть больше ответственности перед человеком, юным нашим. Вот как их, не знаю, подбираете, как, может быть, тестируете, вообще, как вы видите огонь в этих людях? Потому что с детьми работать все равно нужен талант, нужно желание, как бы даже несмотря на то, что дети замотивированные. Да, на текущий момент это такой сложный вопрос, он находится в проработке, но у нас все наставники, которые работают с детьми, они проходят, скажем так, очную встречу с региональным отделением. То есть без этого, конечно, допустить к работе с детьми человека мы не можем. И у нас есть педагоги, которые работают в школах, и это такие самые первые наши наставники, которые напрямую, постоянно взаимодействуют с детьми. Есть наши специалисты местных отделений, да, это вот люди, которых тоже мы проверили, мы удостоверились, что они могут работать с детьми, что они смогут их наставить, скоординировать и помочь. А вот если я хочу стать наставником, допустим, рассказывать про журналистику, рассказывать про какие-то современные технологии, возможно, я могу прийти, например, сказать, вот я готова, проверьте меня. Да, смотрите, на самом деле прийти рассказывать, обучать чему-то, я думаю, тут важна именно квалификация, опыт, практика. А все-таки наставлять и быть там наставником для человека — это немножко другое. Это более такая глубокая тема, это немножко даже, я бы сказал, другая работа. То есть как воспитателя, да, в какой-то степени? Верно, да. Значит, не все подходят. Здесь действительно нужно очень много внимания уделять. А что ребятам даст участие в Совете первых? То есть есть какой-то кроме классного времяпрепровождения, реализации проектов, есть какой-то еще профит? За что они борются? Я бы сказал, что, учитывая их юный возраст, в котором они принимают участие в
реализации и создании там даже бывает крупных проектов, это уже большой опыт. То есть в первую очередь они набираются опыта, они набираются практики, и когда там они готовятся ко взрослой жизни. Вот. Чаще всего, даже когда я учился в школе, мне, конечно, такого не хватало. То есть это внеклассная работа, где ты работаешь вместе со взрослыми. То есть не взрослый работает с тобой, а ты помогаешь взрослому что-то реализовать, или взрослый помогает тебе. И, конечно, тут уже другой уровень ответственности, и человек взрослеет гораздо раньше. Он уже гораздо раньше способен принимать взрослые взвешенные решения. Ну вот школьники и студенты, как вы видите их взаимодействие в движении первых? То есть должны ли они между собой как-то контактировать, либо наоборот, они должны в параллель идти? Учитывая очень маленькую разницу в возрасте, скажем так, такой не очень много лет прошло с тех пор, как студент стал студентом, да, и был школьником. И поэтому они понимают друг друга. У них нет вот этого языкового барьера, да, и возрастного. И, конечно, тут, если у нас студент является таким помощником там, нашего специалиста, таким наставником, то, конечно, преемственность происходит гораздо проще. То есть гораздо проще передать какую-то информацию, чтобы она не просто передать, а чтобы она усвоилась. Какую-то тему рассказать интересную, какой-то проект вместе сделать. Они все-таки, как сейчас говорят, на одной волне. Ну вот, а какие ключевые задачи развития сети местных отделений вы ставите себе на 2025 год? То есть у нас Новый год не за горами, хочется узнать, что нас ждет. Мы, у нас организация, она сейчас строится, и она будет строиться еще все равно очень долго, потому что у нас очень много детей постоянно каждый день регистрируются, открываются первичные отделения. Но что мы поняли и что мы начали делать с конца 2023 года, это то, что у нас местные отделения открыты почти там, 90% муниципалитетов. И, конечно, нам важно сделать так, чтобы местные отделения работали на качество. Чтобы у нас как можно больше проектов, они были доступны там, в любом районе. Да, мы понимаем, что Республика Саха-Якутия, это очень большой регион. И сами муниципалитеты, они тоже очень большие. То есть очень далеко друг от друга находятся разные города. И тут важно, чтобы была нужная инфраструктура, были наставники в каждом местном отделении, были открыты первичные отделения в каждой организации, чтобы у каждого ребенка была возможность принять участие в проектах движения. И, скажем так, это наша такая основная цель. Наверное, следующее — это развитие детского самоуправления, давать им больше возможностей, больше помогать им реализовывать собственные инициативы, собственные проекты. Над этим будем работать. Планы хорошие. Надеюсь, что у вас все получится. Но вот давайте представим, что все-таки человек вдохновился вашими идеями, что-то придумал, и он может прийти со своей какой-то акцией, например, вот я придумала акцию, или там ребенок придумал акцию, и говорит, вот я хочу так сделать. Вы будете ее за основу брать, или вы ее все-таки как-то подгоните под те 12 направлений? Любая идея, которую предложит ребенок, она уже будет попадать под одно из 12 направлений. Но направление — это больше как такая градация, категоризация, чтобы детям и взрослым было понятнее, к чему относится тот или иной проект. Я наверное, тут еще такой маленькую историю расскажу. Тоже приехал в региональное отделение республики, и мне прям понравилось, как мне рассказывали о том, что дети совершенно спокойно могут прийти в офис регионального отделения, поработать там, отдохнуть, пообщаться. То есть тут нет какого-то порога для входа. Любой может прийти, пообщаться там с председателем, с его там сотрудниками. В этом плане все двери открыты, и все идеи будут услышаны. И я считаю, что это, наверное, наше главное достижение. Когда каждый ребенок может реализовать собственную инициативу, предложить ее, собрать команду, прописать, а мы поможем. Это в какой-то степени во многом поможет, допустим, при учебе в университете. Проектная деятельность, она всегда ценится. Это готовые задачи, которые ты можешь применять в обычной жизни. Да.
А вот расскажите про офис, вот как он выглядит? То есть вы говорите, может прийти, познакомиться, вот, ну, что-то там у вас есть особенное? Ну, первое, особенно это наши сотрудники, вот они работают у нас с утра до вечера. Офис как офис. Там пространство, вот, куда, опять же, могут прийти дети, там поработать. Там же можно и провести мероприятие небольшое. Вот, скажем так, офис универсальный. Универсальное помещение для работы с молодежью. Ну, то есть это очень удобно. Так, вот хотела вас спросить, мы с вами эту тему немножко затронули, но давайте поговорим чуть-чуть о ней подробнее, про патриотизм. То есть воспитать патриота – это, ну, скажем так, такая большая национальная задача. Но лично для меня патриотизм – это что-то вот такое внутреннее, глубинное, как бы любовь к родине, вот примерно из этой же истории. Вот как вообще эту идею продвигать? Ну, тут что нужно сделать? Рассказывать истории, показывать, допустим, каких-то людей, вот, которые действительно вот, являются патриотами. Вообще, что делать с этим? То есть это какое-то большое, неосязаемое задание, на мой взгляд. Это точно сложное задание, вот, и очень, наверное, мне сложно будет рассказать это там в двух словах. Если мы говорим про патриотизм, то тут важно, чтобы каждый ребенок знал историю России, настоящую историю, и он ее не просто знал, он мог ее там проживать. Например, у нас там через проект «Хранители истории», да, где дети изучают различные там истории боевых действий, они там очищают памятники, то есть они, ну, заботятся о, так сказать, своих предках. То есть так можно выразиться. Зорница, например, да, то есть это тоже такая военно-патриотическая игра. Сейчас, конечно, она проводится более современно, да, тут у нас и человек может и побыть и медиком, и таким штурмовиком, есть такое прям полноценное обмундирование, есть настоящие инструкторы, которые прям показывают, рассказывают, как и что нужно делать. Поэтому сейчас зорница проводится очень масштабно. Причем не только, я говорю, на уровне федерации, а на уровне каждого там региона. Каждый региональный этап тоже проходит масштабно. Расскажите, пожалуйста, вообще, как построена работа с патриотизмом, потому что, на мой взгляд, это что-то неосязаемое, что живет у каждого человека в душе, и это, не знаю, мне кажется, в какой-то степени впитывается с молоком матери, и вообще человек с этим растет. Вот как помочь человеку почувствовать себя патриотом, понять, что эта частичка есть в тебе? Ну, как я уже говорил, у нас сейчас дети растут в век информации и технологий, и у них есть доступ абсолютно к любой информации. И чаще всего подобная информация, ну, является такой непроверенной. И, конечно, ну, уследить за всеми этими источниками невозможно. И важно, чтобы у ребенка в том числе развивалось критическое мышление. Да, и это критическое мышление может развиваться только когда человек набирается определенного опыта, знаний, навыков. И вот, например, начиная с там, проектов про хранителей истории, про различные тоже исторические проекты, где ребенок изучает, участник движения изучает историю России, историю Родины. Возможно, если это региональные проекты, историю своего родного края. Он понимает, где он живет, как жили его предки, что ну, реально было там до. Помимо этого, он применяет различные навыки на практике. Вот если мы там кратко прошлись по зорнице, которая сейчас проводится ну, очень масштабно, как я уже говорил. У нас есть также различные проекты, например, проект «Первая помощь». Тоже масштабный проект, который у нас проводился еще в 2023 году, проводился и в этом году. Тоже проводится на уровне муниципалитета, на уровне даже, по-моему, каждого первичного отделения, где у нас проходят мастер-классы. То есть детей учат оказывать первую помощь, чтобы в случае чего он не растерялся, он мог как бы держать себя как минимум в руках и понимать, что происходит. Ну и как-то, может быть, на автомате даже что-то сделать, потому что когда ты практикуешься, ты все равно можешь прям чик, и чтобы все получилось. То есть, да, важно. И в этом плане, конечно, ребенок учится тоже ответственности, потому что когда ты делаешь какое-то действие, нужно понимать, каким может быть результат, какими может быть там риски. И он берет на себя вот эту ответственность. И вот это в совокупе история России, навыки, брать на себя ответственность,
в том числе развивает критическое мышление. И, конечно, когда ребенок видит какую-то информацию, он уже может понимать, как к этому отнестись. И в том числе вместе с критическим мышлением развивается и патриотизм. Потому что патриотизм — это такое очень многосоставное слово и понятие, которое там в двух словах не опишешь. Но для меня это как минимум вот, любовь к родине и понимание, чем я могу помочь там, своему родному краю, там, своему региону, своей стране, как я могу быть полезен, да, и почему я хочу быть полезным. Ну вот воспитание — это процесс очень такой обширный, многогранный. И как сделать так, чтобы, допустим, у нас и в школе все было хорошо, и, допустим, внеклассная деятельность у нас не хромала у детей, и как должны в это дело вовлекаться родители, потому что это, по сути, какой-то большой комплексный подход к воспитанию гражданина, формированию настоящего хорошего человека, гражданина, жителя нашей страны. Вот как сделать так, чтобы родители включались? Вообще какая роль у них есть? Знаете, у нас, ну, это точно у нас участники-наставники, как бы, скажем так, такая роль называется. У нас есть задача, ну, и запрос на формирование таких локальных сообществ. Да, на уровне тоже каждого местного отделения у нас формируется сообщество, сообщество родителей, сообщество педагогов, и иногда еще формируется там сообщество значимых взрослых. Вот расскажу про родителей. Конечно, очень важно, чтобы родитель знал, чем занимается их ребенок. Как-то тоже был в одном из регионов и там общался с детьми, и они тоже рассказывали, что пропадаю там на проектах движения с утра до вечера, вот, домой прихожу очень поздно, и, конечно, там родители очень косо на меня смотрели. Переживают. Переживали, да, не понимали, ну, с кем там гуляет, что-то делает, вообще не понимают, что. А когда наш специалист пообщался тоже с родителями, собрал их там всех в одном месте, обо всем рассказал, тогда родители поняли, чем занимаются их дети. Не просто поняли, а даже сами начали принимать участие в этих проектах, вместе с детьми эти проекты делать, вот, и детям помогать. И, конечно, ну, родители — это наши главные наставники. Да, это наши первые наставники, и тут их даже проверять особо не нужно, понятно. Да, для каждого ребенка родители — это его наставник. Второе, наверное, это значимые взрослые. Вот я тоже кратко о них немножко рассказал. Это люди, которые могут передать свой опыт, могут передать свой практический опыт, теоретический, ну, какую-то теорию рассказать. Те, которые могут сопроводить в каких-то профильных моментах. Например, у нас есть проект «В гостях у ученого», да, где у нас дети посещают различных там ученых, практиков, которые им рассказывают о своей деятельности профильной. Там, возможно, там, на заводах, возможно, в каких-то научно-исследовательских институтах. То есть там, где детям в будущем может быть интересно работать, на кого учиться. И они смотрят на пример человека, они считывают это и у себя в голове так выбирают, хочу я этим заниматься или не хочу. Конечно, когда детям рассказывают в юном возрасте о чем-то таком более сложном и высоком, они чувствуют себя гораздо взрослее своего возраста. И для них это, ну, важно. Ну и третье — это сообщество педагогов. Тоже важно, чтобы у нас педагоги не только занимались вот такой школьной или там вузовской деятельностью, да, им тоже хочется принимать участие в разработке различных проектов. Работать с детьми не только в рамках образования основного, да, а еще и в внеурочную деятельность, скажем так. И помогать, наставлять. И для них поэтому подобные сообщества — это тоже интересно. Ну вот мне прям очень понравилось про взрослого, который может быть наставником, потому что вот вы сказали, что можно вдохновиться. Я вот всегда вдохновлялась своей сестрой, она у меня челюстно-лицевой хирург, врач прям настоящий, как положено. Но, к сожалению, врачом не стала, но вот прям какая вот такая история из детства, она прям красной нитью проходит. Очень сильно люблю врачей, очень сильно уважаю эту профессию и прям всегда так с какой-то завистью даже немножко смотрю. Думаю, могло бы получиться. Ну и заключительный вопрос. Каким вы видите движение через 10 лет? Через 10 лет довольно такая амбициозная цель, вот, но я вижу, что у нас первичное отделение открыто в каждом учреждении, где есть дети. Это первое. А второе, что все дети в России знают про движение и являются его участниками.
Спасибо огромное за интересную и познавательную беседу. На этом программа «Якутия в деталях» подошла к концу. Меня зовут Яна Бабаева. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.